Прокопьевич Башарин, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель РСФСР и ЯССР, родился в 1912 году в поселке Сылан Чурапчинского улуса в семье бедного крестьянина. Предрасположенность к науке передалась Георгию, видимо, от отца, хотя и неграмотного, но мудрого человека. Георгий Башарин вспоминал: «Прокопий Николаевич слыл умным стариком. Я восхищался его философствованиями и выводами, обоснованными, весьма точными и правильными. Однажды во время холодной войны с Америкой старик изрек: война, ссоры между государствами – ужасная трагедия. Ведь даже между соседями или в семье бывает настоящее сражение». Башарин прошел уникальный и стремительный ломоносовский путь от улусного парня, впервые познавшего грамоту в 17 лет, до первого доктора наук среди саха. Он был первым лауреатом премии имени Кулаковского. Всю жизнь посвятил научной и преподавательской деятельности. Башарин является автором 527 печатных работ, в том числе 19 монографий. Методологические принципы Башарина заключались в изучении системных исторических вопросов познания родного народа. Его не привлекала мелкотемия. Вот некоторые примеры исследовательских интересов профессора: происхождение якутского народа и его общественный строй, литературное наследие якутского народа, история аграрных отношений в Якутии, вхождение Якутии в состав российского государства. В истории своего народа саха он видел неотъемлемую часть истории народов мира и человечества. Сквозь призму особенного в историческом развитии народа саха он уловил общие закономерности развития человеческого общества. Его кандидатская диссертация о 3 якутских реалистах-просветителях закрепила за именем Башарина защитника культурного наследия саха, начала якутской эпохи модерна. Дело в том, что основоположники национальной литературы саха были объявлены в 1938 году реакционерами и буржуазными националистами. Их книги запрещены и изъяты из библиотек. Башарин, как патриот, поставил перед собой необходимую задачу вернуть родоначальников литературы своему народу. Задача стояла не просто научно сложная в эпоху жесткой идеологической диктатуры, но требующая огромной внутренней свободы и личного мужества. Все нужно было сделать аргументированно и четко, в рамках строгой научной методологии. В 1943 году Башарину это удалось. Он защитил диссертацию в Институте истории Академии наук СССР, а год спустя издал по данной теме монографию. Фундаментальная работа «История аграрных отношений в Якутии 60-е годы XVIII века, середина XIX века» – вершина его научной мысли и понимания философии истории. За ней последовал труд «История земледелия в Якутии 17 век-1917 год». В этих работах воссоздана история якутского земледелия и научно обоснована идея необходимости дальнейшего развития земледелия в современной Якутии. Сегодня в рамках продовольственной безопасности страны и республики эти выводы звучат жизненно необходимыми. Воссоздав историю земледелия в Ленском крае, он обосновал его как новую основную отрасль сельского хозяйства
коренных народов Якутии. Башарин сделал вывод, что главным средством производства у номадов является не скот, а земля. Георгий Башарин ввел в якутскую историографию парные понятия географический оптимизм и географический пессимизм. Первое означает веру в возможность развития земледелия в суровых природно-климатических условиях Якутии и полное самообеспечение хлебом и овощами. Это позволило породить движение за возрождение якутского хлеба. В 2004 году в Москве директор Института российской истории Российской академии наук Андрей Николаевич Сахаров на презентации, изданной посмертно монографии профессора Башарина «История аграрных отношений в Якутии», отметил важность двухтомного труда не только для отечественной гуманитарной науки, но в целом для российской культуры. Вплоть до середины 80-х годов находились клеветники-анонимы, продолжавшие доказывать наличие извращений в монографиях «Три якутских реалиста-просветителя» и в монографиях об аграрных отношениях. Башарина исключили из партии, отменили присужденные ученые степени и научные звания, уволили с работы. Будучи глубоко убежденным и уверенным в правоте своих позиций, Башарин не сломался. 10 лет мужественно боролся за восстановление справедливости и добился полной реабилитации не только своего имени, но и имен духовных лидеров народа Саха Алексея Кулаковского, Анимпадиста Сафронова и Николая Неустроева. В феврале 1962 года решением Третьего пленума Якутского обкома партии обвинение Башарина в буржуазном национализме было снято. Был восстановлен его партийный стаж, ему вернули ученые степени и профессорское звание. Георгия Прокопьевича любили его студенты не только за педагогический талант, а за преданность делу, за служение исторической науке, за увлеченность предметом, которое передавалось ученикам. С первых дней работы в вузе Башарин организовал студенческий научный кружок «История», бессменным руководителем которого он был на протяжении 50 лет. Сотни будущих специалистов приобрели здесь знания, навыки и умения исследовательской работы. Из кружка вышли 5 известных докторов и более 50 кандидатов наук. На основе работы кружка сформировалась самостоятельная научная школа профессора Башарина. Георгий Башарин всегда был глубоко убежден, что дружба народов – главный источник общественного развития. В своем последнем публичном выступлении на собрании общественности республики 23 марта 1992 года Георгий Прокопьевич сказал: «Многоликому, но единому дружному народу родной республики желаю всемирного, постоянного укрепления дружбы, братства, интернационализма якутов, эвенков, юкагиров, эвенов и всех других народов Якутии с русским народом, со всеми народами Российской Федерации, России, нашей исконной, любимой великой Родины. Это должно быть главной общественно-политической, социально-психологической и морально-этической задачей». С философских позиций оценки его научного творчества нужно отметить, что смысл его кропотливых и исторически важных исследований можно трактовать как обоснование наличия внутреннего модернизационного потенциала культуры коренных народов Якутии. Без четверти 300 лет тяжелейшего земледельческого труда в сложнейших агротехнических условиях русским и якутским крестьянством получен
конечный результат в виде рентабельного рыночного земледелия на территории вечной мерзлоты. Этот результат становится очередной жемчужиной человеческой культуры северо-востока Евразии, наряду с самым северным в мире табунным коневодством и якутским скотоводством. Введенный им понятийный аппарат устанавливает критериальные границы возможности культурной адаптации и усложнения прогрессивной материальной этнокультуры. Сегодня его выводы относительно лишь аграрной культуры с учетом геополитических, цивилизационных и экологических вызовов несут значимость продовольственной политики безопасности Якутии и производства уникальных продовольственных товаров премиум-класса.